Привет, друзья! С вами Одинокий Джейсон. Сегодня тоже решил немножко посидеть с вами и поговорить о своих мыслях. Продолжается эпопея с этими ингушами. И как бы получается, и уже эта история уходит как сериал. У меня как сериал. Конечно, хотелось бы тоже сегодня немножко рассказать, о чем я думаю. У меня очень мрачные мысли в голове, потому что раньше, когда я об этом не знал, как-то было намного проще. Конечно, сейчас вот этот бывает как окно овертон. Чем больше копаешь, тем больше ты знаешь, и знаешь, что ты вообще ничего не знаешь, еще дальше нужно идти. И вот какой-то, я всегда в моих всех вообще этих рассказах высказывает вот этот клан осетинский в этот. И, конечно, оно, вот знаете, осетинский клан. Раньше все вот это, как бы осетинский, чеченский клан этих ингушей. Но вот мне кажется, вот это первая скрипка, это оперетты играет осетинский вот этот клан. Оттуда вышли и Дресязько, великий ингуш, который возглавлял ингушскую области. Оттуда вышел и всеми нами любимый Идрис Базоркин, писатель, поэт, Киндрамтул, как можно там, еще историки, еще очень много у них регалий. Вот на все руки мастера. Я бы тоже хотел бы, вот, вы знаете, я и хотел бы тоже иметь вот такие знания. Все, вот этот, кого не возьми, вот это даже вот этот историк. И вот я вчера вам рассказал по писателю, сегодня хочу немножко поговорить по этому историку, но прежде чем начать, вот у меня свои мысли вслух. И я вот своими словами сегодня тоже немножко поговорю с вами. Это, знаете, это очень сложно, конечно, говорить часами, вам кажется, это очень легко. И мысль не потерять. И ты же, не оратор, всю жизнь этим не занимался. Это уже 1,5 года, и как я занимаюсь вот этим новым своим э, делом, как бы блогерствую. И начинал с простых узов, просто путешествий. Я рассказывал про свое путешествие. Но почему-то вдруг это все перешло вот это историки, национально, литературный вот этот сторону. И я же не могу быть экспертом всех вопросов. Конечно, я стараюсь что-то прочесть, что-то узнать новенького. Но я и так был обогащен. У меня начинка очень серьезная, советская школа. Мне не надо бегать. У меня нет образования, как это некоторые сейчас пытаются. Я просто сказал, что я родился в райцентре. Конечно, это не город Грозный. И вот сразу вот вам нечего, вот вы хотите всю вот это отвести вот обсуждение, вот ни одного ингуша, который бы, ой, я не знал об этом, вот это внук генерала, сын царских офицеров. Вы знаете, да, все эти царские офицеры чем занимались? Вот травили чеченцев от дигев, свободолюбивых народов. Вот они на службе вот эти царя воевали против нас. Вот царские генералы, вот они воевали. Если не воевали, то люто нас ненавидели и вот старались как могли вот нам вредить. Это я не должен
не должен вам, как маленьким детям, все это объяснять. Вы сам, у вас есть плечальная голова, вы знаете, да, как вот это просто, вот какой они открыли, вот я просто раньше не мог догадаться, потому что я же не могу залезть в мою голову этих мужей, их мысли, читать, что у них за каша, за бардак это в голове. А сейчас я понимаю, потому что это начинает вот этот американский фильм, вот, теории заговора, вот как он, вот, я всегда удивляюсь, вот там тоже, там ты не поймешь ничего, вот ты целый фильм посмотришь и не поймешь, кто там живой, кто там умер. А и вот в самом начале, в самой первой минуте, вот апелляция этого фильма начинается в первой минуте. И потом целый фильм идет как бы правдоподобно, вот это все. А самое интересное, это самая первая минута начиналась вот эта манипуляция. Точно так же. Это такая теория, что вот, если ты хочешь что-то понять, тебе просто нужно идти с самого начала вот этой истории, и ты поймешь, почему это так. Просто а не родился в те времена, в 1800-е годы я не могу, 1700-е годы не могу пойти. Но и вот я в 1900-х годах, вот когда мы, наши отцы родились, наши дедушки, бабушки родились, моя бабушка родилась 1928 году, и вот они же свидетели всего вот этого, вот то, что вот это, начнем, я просто с первого ингуша, который мы знаем, вот мы не знаем других ингушов 1700 годов, вот это не знаем, мы знаем, что первый ингуш, вот этот Идрис Зязика, который возглавлял с 1924 года вот ингушскую автономию, вот это первый ингуш, вот это вот это мы знаем, потому что днем и ночью телевидение Ингушетии старается об этом рассказать, и сам ингушский писатель, не ингушский, а чечено-ингушский получается. Писатель Сайд Черкиев тоже выпустил книгу про этого, еще ингушский писатель Яндиев тоже выпускал книгу вот этого великого мыслителя ингушей, хотя он 5 лет не пробыл на этой должности, но если послушаешь телевидение Ингушетии, ты подумаешь, что он он 100 лет там руководил, и вот все, что сделано в Ингушетии, вот это он заложил, и такой был тоже отец у них был, вот у него вот это интересно, вот это все, вот это какой-то вот этот создал в городе Назрани горскую ингушскую интернат, который непонятно вот это очень много всего. Я тоже учился в горском интернате, но введено. Это как понять? Это, да, это вы смеетесь, это школа, это очень грамотная вещь, я просто понимаю. И вот этот зятский отец тоже вот это учителься этой школы, и вот он с ребенком все это питал в себя, этой книжкой дома, вот это все. Но это, знаете, это для советской власти, вот это вот такая кошка. Но зло только вот все, вот вся эта ингушская политика, вся эта ингушская национальность, государственность, вот это в осетинском селении Базуркин, вот там оно, оттуда шла, вот там пересъезд ингушей состоялся в этом селе Базуркино, и вот вам позавчера я выступал, вот это, при последнем своем вот этом, кто родился Базуркино? Переингушский генерал, офицер тоже Идрис Базоркин, как бы считается, что он родился там по советской биографии. А так в Варшаве родился, сын царских офицеров, внук царских офицеров. Вот это Идрис Базоркин тоже оттуда. Скорее всего, я так думаю, если ничего не происходило в городе Назрани,
они утверждают, что город Назрани больше, чем городу Владикавказу и больше, чем городу Грозному. Вот 300 чем-то лет Назрани, это даже село, вот, вот в этом селе можно было проводить и съезды, и как бы столица, и Деникин туда пошел захватить это село. Непонятно, это вот это. И сам Азоркин вот это. Я не знаю, как оно выглядит, но я могу примерно представлять в то время, тем более, как это выглядело. Это какие-то маленькие поселки. И вот это даже там 500 дворов, наверное, там 500 человек они прижили. Вот это вся имущеская цивилизация зародилась, вот это Ангушт, все эти выходцы из Ангушта, из Базоркина, из Владикавказа, вот эта вся эта ингушская элита оттуда, все оттуда. Гойговы оттуда, все вот эти Дахтильговы оттуда, все они оттуда. Все родились там. И вот это, знаете, это просто это нудно, наверное, вот так говорить. Вот эти человек любят вот этот, как это сказать, веселые истории. А тут какая-то мрачная история. Вот непонятно, вот они, хорошо, если вы ангуш, то вы только там, вы считаете, что вы настоящие ингуши, вот это пригородный район, это Ангуш, Базоркина и Владикавказ. Какое отношение вы имеете теперь с современной Ингушетией, которая, она же очерчена от Джейраха до вот этого Сагапши, я не знаю, где этот Ачалуков, вот какое отношение, все ингуши, которые сейчас орут, кричат, бегают по этим площадям, сумасшедшие какие-то, сумасшедшие домохозяйки, вот какое отношение вот это все имеет вот теперешняя республика Ингушетия. Вот она воссоздалась вот этих границах, и вот я так думаю, что Назран и тогда, 1920 голая степь, там ничего не было, и вот казалось бы крепость, как Владикавказ, как город, даже вот этот, представляете, Введено крепость был, по-моему, мощнее, чем этот Азран. Введено село, это введено, даже село сейчас, потому что высоко в горах, но он так получилось, что окружен горами, он не может стать городом. Вот даже это введено, вот этот масштаб больше, чем вот этот Азран ваш. Поэтому она у вас не столица. Вы придумали себе другую столицу. А вот введено, что он был столицей Ичкеринского округа, был столицей Северокавказского Эмирата введено, была столица Имамата. И вот, даже это введено одно село в Чечне из 400 сел, вот одно это село имеет масштабы, это ваши больше, чем вот вся ваша республика Ингушетия. Это Веденский район. Один район масштабный вашей, это Великий Ингушетия. Поэтому, когда вы начинаете сажать на этим всякие это паблики, рассказывать нам всякие сказочки про ваши великие Ингушетии, вот я сижу, вот, я никаких претензий не имею. Да, может быть, Ангуш, это ваше, вот оттуда вы все вышли, это до большевиков, это как это Владикавказский военный округ, 1840 года, да, с 1800 взят карт 1840 года, это Владикавказский военный округ. И вот как это с вашим Ингушетией связано? Вот это не Ингушский военный округ был. И вот это, сейчас последний вот это, и карта, интересно, когда про этого Зязького рассказывают, и начинают, включает карту, где вот этот Сунжинский казачий тоже включает специально, чтобы ингуши зафиксировали. И самое главное, вот это Нестерка все вот это показывает, что типа на карте, что вот это так было. Рассказывает про свой Ингушский округ, после Горской республики он образовался. Июле 1924 году. И вот этот великий, вот, конечно, если вы подлизывались Титирову, Орджоникидзе,
их специально спрятал в своем атихе, потом ужичах. И вот, конечно, вы вот, что вот это, что в этих горах не было места, чтобы им спрятаться. Нужно было обязательно прийти к вам, что у вас спрятаться, в ваших горах. Ваши гора, по-моему, недоступны. Это, вот это странно, вот это странно, вот заманили вот этих большевиков себе в горы, чтобы потом сделать из себя Ингушский округ, сделать, добить вот этих вот это. Вот так вот, корыстная дружба, только одна користь. Вот это как обманули этих большевиков, создали себе вот этот, вот это, ну хорошо, вы создали, да, это тогда это такое время, не каждое государство создается 1000 лет назад, 500 тысяч лет назад. Вот есть молодые государства, которые даже созданы 1900-х годах. Вот, да, могло быть, что Российская империя, потом в Советском Союзе, там Российская Федерация, какое-то новое образование. Да, могло состояться. Какой-то, неважно, как это, но состояться, да. Но хорошо, вы состоялись, у вас, хорошо, у вас летопись идет 1924 года. Пусть она бы вот так шла бы, и вот это, вот сказали, что вас присоединили к чеченцам, вот это, да, это вот наши, вы не при самом, вы свои границы не признаете, вы еще хотите, чтобы мы признавали ваши границы. Вот это, вот как вы это себе в голове представляете, товарищи, вот вы сами свои границы, не признаете, и вот это 24 года вы хотите, вот эти хотите, и вот все, что вот связано с вами 100 лет назад, это все святое, это все вот это исключительное. А то, что другие вот чеченцы, вот эпоха, вот Петр I, когда он стал, он тоже решил собрать русские земли, поход на Кавказ. Описана эта история? Описана. Это везде, и грузинская, и турецкая, и во многих летописях это находится. Даже в самом русской летописи это находится. И вот что он сделал? В 1722 году пришел на Кавказ, флотилия у него на Каспе, он по Волгу вот так спустился, в Каспе зашел, 400, говорят, вот кораблей, вот большой флотилии он пришел, Петр I. И 1722 год, все эти кабардинские князья, это Шамхал, это калмыцкие князья, все вот все дагестанские это, князья, вот все это тысячами, сотнями вот этих быков, вот это провизии для царя. Единственный народ, который даже не посмотрел в сторону этого Петра I, это чеченцы. И вот он решил отомстить, он решил захватить эту землю. Вот это чеченское город, не село, а город Эндери, вот, чтобы захватить, он собрал там 40-50 тысячный вот это войско конников, вот и кабардинских, и всех этих, и то не смог ничего сделать. Это же вот эта история. Вот это не мы пишем историю, а про нас пишет историю. А потом это Петерские времена. Были Екатерины, времена Екатерины II, то же самое. То же самое. Екатериндар, вот он решил Кавказ, вот Кавказский. Это все, вот это, знаете, Шурма-Шейх Мансур, в каком году он шейх, имам Кавказ, 1700 какие-то, как это. Вы представляете это? И вот это, мы понимаем, это чеченская история, это вот так вот. И вот это, и много всего. Вот у вас нечего крыть, да, у вас нет никаких героев, ничего. Вот Идрис Языков, этот Идрис Базоркин, вот этот Руслан Авш. Вот 3 ваших национальных героя, которые мы можем гордиться, не гордиться. Вот это ваша история. И вот ваша нет дальше истории. Да, есть этот
генерали, потом вот, этот Нурдин Козлов сочиняет «Чеченская милиция». Это, может быть, была ингушская милиция, которая в 1810 году подписала вот этот договор с этими империей, что будем служить, и служили генералы, да, дедушка вот этого Идриса Базоркина, генерал царской армии. Вот самое интересное, вот понятно, они такое, они сбежали, оставили этого бедного мальчика 10 лет, почему-то оставили в Ингушетии. И вот этот отец их, какой легкомысленный, жену, ребенка как мог бы оставить? Я бы не смог. Я бы вот, да, это понятно, это неизвестность, куда-то надо отходить, это сложное время, но как-то, как это? Он умер в 1924 году, отец Идриса Базоркина, царский офицер, и белогвардеец, да, белогвардеец. И вот даже за это время, 17-18 году революции, вот это, за 5 что лет он не смог, за 6 лет хотя бы свою жену, своего ребенка, у них же возможности, что они же княжеского рода, их дед французский дворянин, мать швейцарское вот происхождение французского, и вот его отец генерал царской армии, это же какие-то возможно, что не могли бы эту семью поселить в Тифлисе, или я не знаю, дальше вот это, и где-то, чтобы, если что, чтобы взять и с Турции рядом с Османской империей, хотя бы поселить их рядом с Османской империей, чтобы потом, когда человек устроится, вот это забрать семью себя. Нет, он так и оставил в Владикавказе. Вот так он оставил. И вот этот сын белогвардейцев, предатель своей родины, вот как, вот самое интересное начинается вот это Идрис этого Зязикова, вот этот съезд Базоркин состоялся, этот Идрис Базоркин, вот, две тезки, и вот логу их, вот это Базоркина, Назрани не считает даже, не считает ни в счет Назрань, и вот это все на территории этого пригородного района. И поэтому они все вот такие высокомерные, все такие наглые, бесцеремонные. И вот это, и вот, знаете, именно осетинские вот эти ингуши, вот это тоже прискакало на телевидении Ингушетии, осетинского разлива историк, этнограф. Я думаю, одна Танзил Чабия, нет, у них это... Они целый контингент вот этих профессор, пожилая женщина, вот такая, вот такие они, фамилии даже не стыдятся своих фамилий. Представляете? Я ингуш был бы, я стыдился бы. У нас в Чечне такого нет. И потом это самые вот такие, самые непонятно кто, а потом говорят, ой, указано на нас, чеченцев, а вот такие, вот такие, а вы не настоящие, у вас нет истории, все это мы, ингуши. Хорошо, вы звали это Киру Орджоникидзе, что у вас до этого, вот расскажите, покажите. Вот расскажите, которые национальных героев, вот это, у чеченцев вот этот Абрек Зелимхан, и сразу вам нужно придумать своего Абреки. Я никогда в учебниках истории про Абрека Зелимхана я слышал, но вот у вашего придуманного героя об этом не слышал. Да, Абреков было даже моей матери 1900, я сейчас не ошибиться, в 92 или 93 году, когда она написала Ислам Анзан, по-моему, вот была газета, сперва была газета, потом она превратился в журнал, вот там она поместила статью, и вот ответ на эту статью к нам пришло письмо, и последние обреки Чеченца, вот последний Абрек, он был в 68 году, он скрылся, и вот он прислал письмо нашей матери, у вас же таких Абреков знаете, я чему это хочу сказать, их было много, в 44 году Отечественной войны были. И вот это самое интересное, вот это
Идрис Базоркин не может оставить меня в покое. Вот этот вот сын предатель царского, вот это, и как эта советская власть его обласкала, как эти КГБ всех даже на площади стал плакатом, все, твоя жизнь заканчивалась в ссылке. И вот этого, вот этот провокатор, его они посадили, не арестовали. Вот Идриса Языкова взяли и расстреляли. Через 5 лет расстреляли, как подлого ингуша. А вот этого нет. Хотя друг Орджоникидзе, друг вот этого Кирова, его расстрелял Сталин. А вот этот мирный ингуш, сын офицера, белогвардейца, внук тоже белогвардейца, царского генерала. Вот он был неприкосновен. Вот что он хотел, то делал. И самое интересное, его деятельность в годы Великой Отечественной войны. Вот как вы думаете, он пошел, как все чеченцы, ингуши, на фронт? Тогда, в то время, не было вот этого. Нет, не пошел. Как работника культуры его отмазала советская власть. Вот это интересно. Там 15-летние подростки взяли в руки оружие, девушки пошли на фронт. Все чеченцы, всех забрали, кого можно забрать. А вот этого Идриса Базоркина оставили. Как вы думаете, почему? Потому что агитработник, политработник. И я не могу это, потому что я в архивах не видел эти документы, как бы архивах. Но потом, это Верховный Совет Чечено-Ингушской ССР, потом задним вот этим, не диплом, а это дала вот это, ему выписала грамоту вот, за его активную деятельность в годы Великой Отечественной войны. Он был танцором, он был актером, он был певцом. Вот он в каком музыкальном коллективе он состоял, чтобы развлекать бойцов на линии фронта? Только с НКВД. Вот я не могу утверждать агент, но, конечно, агент. Почему мы не можем? Потому что вот, он их не был политработником. Как вот, грамота Верховного Совета Чечено-Ингушской ССР? Это что, я выписал эту грамоту фальшиво с задним числом? По делу? Нет. Это в советское время был выписан. Их не одна грамота, их несколько грамот. Он одну получил за это Махмуда Асимбаева, за сценарий фильма вот этот «Я буду танцевать об Махмуде Асимбаеве», а вторую грамоту получил за вот великие подвиги в годы Великой Отечественной войны. Молодой, здоровый парень, по 30 лет такой. Даже он не писатель такой знаменитый, известный никто, но отмазку, как дети культуры Чечено-Ингушской ССР получил. Мой дед, вот нет, он пропал без вести на этой войне. Многие чеченские семьи их потеряли. Вот нужно свой человек оставлять. И вот это еще ничего. Вот потом попал после войны, конечно, в 1944 году его депортировали, в Киргизию послали, и вот в городе Фрунзе, там же послали всех этих обкомовских, политических, вот всех этих руководств, там они же неплохо жили. Далее это дочь Гойга, вот это тоже другого, он был связан с Язиком Идрисом, вот это, и вот это Гойга, он был тоже каким-то народным комиссаром, просвещения, я не знаю, кто он там был, и вот это, их было немало этих комиссаров, и вот дочь во время депортации в 1945 году училась в Фрунзенском педагогическом институте. Вы представляете это? Чеченка, враг народа, учится там. Фрунзе, вот у них газета, фрунзенская, как это, газета, советская Киргизия, газета советской Киргизии, в 1945 году вышла статья про брата вот это, про сына этого Гойгова, кто великий спортсмен Чечен-Ингуш. Вот он спортом занимался, а дочь ходила в институт. Во время депортации чеченцев Ингуши
Многие чеченцы вообще умирали от голода, от холода. Их, да, не знаю, чем они, какие лишения только не выпали на их недоли, а вот элита вот эта, НКВДшная, обкомовская, вот вся прислужный персонал, лице этого тоже Базоркин, вот элита осталась. Тоже Махмуд Эсенбаев тоже и попал в вот этот во Фрунзе вот этом, там он познакомился, конечно, с Мухаммадом Симбаем Базурки. Тот-то, понятно, танцор. Вот кем был вот этот Идрис Базоркин, вот рассказы, стихи, это же тысячи были таких писателей в Советском Союзе, никому они известны. Вот, великий чеченский писатель Раис Ахматов, очень много Марьям, как это, Марьям Исаева, Халид Ашчай, Махмуд Магомед Мамакаев. Вот очень много таких маститых чеченских писателей. Вот это. А вот почему-то вот непонятно, вот какое произведение написано. Вот непонятно. Вот Базоркин носились вот так. Советская власть, он устраивал демонстрации, он провокацию, чем только он не занимался. Не арестовали. Ничего, Сахаров пострадал за высказы. Вот это многие люди в это советское время, они такие великие люди, ядерщики, вот писатели известные. Все они, а вот такой необычный человек, вот это Базоркин, никому не известный, и никаких вот это нет. И вот он, как агент, как работник КГБ, НКВД, вот он везде, все дороги ему были открыты. Он в 1956 году вот организовался, он направил всех, вместо того, чтобы направить в Орджоникидзе, свой гнев. Нет, он направил всех в город Грозный. Это кто? Кто-то там и сказал: дорогой Базоркин, товарищ Базоркин, нужно всех из Осетии убрать в Грозное, давайте помешайте, потому что больше вы эту территорию не получите. И вот очень там, очень подробно, очень все. В 1973 году вот он устроил эту провокацию. 3 дня, 4 дня они на этом снегу в январе месяце, сколько студентов пострадало, сколько всего пострадало. А это ничего, им ничего не было за это. Не посадили даже. 50 лет СССР провокать. Они хотели в Грозный вести войска. Это десятки тысяч мужей вышли, и чеченцы, их друзья. Там очень большая вот эта кипиш. Это в центре города, на этой площади. По-моему, площадь Ленина, это был, я не знаю. И вот, представляете, вот организатора вот этих действий ничего не было. Вот потом, конечно, великий, вот все вы, товарищи мужчины, вот я не говорю, что не надо, вот кто был девочкой, можно рассказать, да, можно рассказать. Кто был отцом, можно рассказать, да, кто был матерью, да, вот как вот прошло это действие, можно. Но вот все вы говорите, единственное одно вы умалчиваете, что это был совсем непорядочный человек. Вот этот, он служил на этой структуре. Может, ваши многие служили, в нашей семье не было. Да, мой отец был коммунистом. Он, когда служил в армии, он попал в вот это ядерный, вот этот капустняк, как это называется, ядерный вот объект. И вот он, когда кубинский кризис, Хрущев, вот он помнит, что вот там он служил, и у всех, кто на ядерных объектах, на 20 лет они подписывали этот документ, что они будут разглашать военную тайну. Так он и не разглашал. И все там должны были быть коммунистами. Вот мой отец был коммунистом, и он же не бегал как бы всех провокаций устраивать, не бегал. Вот порядочный человек всегда остается порядочным человеком, хотя тоже мог продвинуться. А наша бабушка стала депутатом не потому, что ее отец был его сын был коммунистом такой. Вот это не, она просто своим трудом, вот это, передовица производства, поэтому его выдвинул. Когда его выдвигали в Веденский депутатский округ, окружной округ,
все предприятия, все выдвинули вот эту нашу бабушку депутатом. И у меня дома были эти заметки. И вот так это не обязательно быть хорошим человеком, нужно служить НКВД, КГБ и стучать на своих соседей. Это они, вот это темное пятно, вы все вы раскрыли, все лежит в интернете, нам очень просто смотреть это и читать. Вот просто это темное пятно вашего, вот это Идриса Базоркина раскройте, потому что ваша чеченофобия сегодняшняя, вот вот это он и у вас привил это, и в Грозном он все это налаживал, все эти ваши структуры, вот это все, везде всех вас устроил на этой работе, на этой должности, а сам потом сидел Орджоникидзе неприкосновенно. И самое главное, вот этот Игорь Ибрагим Дахигу написал книжку про этого Идриса Базоркина, но он так пишет: писатель Ингушетии до 1940 года. И он это в 1978 году посвятил эту книгу про Идриса Базоркина, так как его нельзя было упоминать, издавать книжки. Вот это, видите, какая манипуляция. Одна сторона человек сидит, а что тогда КГБ Северной Осетии или КГБ Чечено-Ингушской Осетии не могла просто 100 километров сесть на эту машину или на поезд, там курсировал же поезд, сесть на поезд, поехать в Осетию, и его там арестовать не могли. Издавать нельзя. Как будто бы этот Идрис Базоркин находился в Швейцарии. Вот такой, понимаете? Это живет в соседнем регионе, граница Чечен-Ингушетии, Осетии, живет 100 километров от города Грозного, и как будто бы он находится в Швейцарии, а в самом Чечен-Ингушетии нельзя издать. Это из веков везде можно купить, прочесть, во всех библиотеках находится, но мы не можем издавать книжку по этого провокатора, и мы Ибрагим Дахигов таким умным способом, типа он описывает писателей Ингушетии, какие там писатели, и он специально так написал, что посвятил эту книжку этому Идрису Базоркину. Это не первый человек, который посвятил ему книгу. Саид Чахкиев тоже ингушский писатель, очень подробно про него написал. Потом эта дочь Идриса Базоркина тоже выписала книжечку. Там тоже очень интересные фрагменты, моменты. Короче, можно запутать этой странной историей, потому что она с самого начала непорядочно повели себя, с царями то же самое. Мы будем вашим прислугой, мы на службе вам будем служить, главное это дать, это. Потом с большевиками тоже заиграются. Он же под копиркой все. Мы ваши друзья, давайте вместо того, что Ариальское ущелье спрятаться, решили почему-то от их спрятаться. Это интересно. Они перенесли штаб большевиков, когда Деникин пошел на Грозный, перенесли до тых. Это. Как вам? Мне кажется, в Осетии горы нету. Я смотрю репортаж, там очень такие места, непроходимые места. И как это там почему-то Ингушетия. Все это там, сколько они бед нам, чеченцам, принесли эти хорошие ингуши. И сколько они гадости нам сделали. С 57 по 94 год там сидели. И это время, вместо того, чтобы это же Чечен-Ингушетия, основной народ, который возглавляет, чеченцы, их почти 1 миллион человек. Даже в 70-м году их было 800 тысяч. И эта кучка какая-то непонятная, эти ингушей, все это, Мальсага, все эти писатели, это филологи, историки, везде они были.
везде все захватили, все вот это. И вот, скорее всего, вот они виноваты в том, что вот они украли нашу историю. Вот поэтому Танзила Заурова и Стангин наш, потому что они все вывезли, и тем более это 91 годы пошли непонятные события в самом Чечен-Ингушской ССР, а эти ингуши уже в 88 году решили, что они отделятся. Самое главное, не решил вопрос пригородного района, как они могли уйти из Чечен-Ингушской ССР, они сами ушли. Это мы их не выгнали, сами ушли. Какая манипуляция. Вот потом к нам претензии, сами ускакали, не решив вопрос с Осетией. Это когда вот, какое-то территориальное образование уходишь, где есть вопросы земельные, вот это, ты же не можешь потом уйти оттуда, потом задним числом требовать от чеченцев, например, от осетин, давайте это нам, это вы нам дайте, это нам дайте, и вот это. И какой-то у них вот все легко, просто потому что, знаете почему? Потому что вот это все, вот они, у них вся эта власть, все, вот, у них вот так, очень легко. Потому что везде какие-то у них есть, вот они всю свою жизнь, вся эта история Ингушетии, вот у нее не было, нет этой истории. Нет, вот есть история служения царю. Есть история служения этим большевикам. Вот советская власть, вот это есть. Нет вот национально-освободительной борьбы, нет это стремления свободы, за это честь, достоинство, не умирал никто. И сейчас я боюсь, очень боюсь за вас, товарищи ингуши. Один выстрел на зрание, вы убежите, вы же миролюбивая нас, как это Швейцария. Вот как мать этой гражданки Швейцарии, Азоркина, Грета. Интересное имя, конечно. Грета Мария. Просто это, когда ты не чистокровный человек, когда ты вот это, и у тебя такое мутное прошлое, и вот ты же не можешь называть кристально чистым человеком. Вот этот ДИТИС, вот премии Идриса Базоркина в 2024 году. Это год тому назад они вот это выпустили. Вот, а кто Идрис Базоркин? Вот этого я хочу знать. Если советский писатель, чечен-ингушский писатель, чем он, вот, непонятно. Вот, потому что чечен-ингуши это он не чистится и в Осетии, я не знаю, и осетинский писатель, и чечен-ингушский писатель. И я просто, от того, что он там книжку написал на этом русском ингушском языке, от этого он не становится. Вот. Это понятно, это трудности перевода и понять ингушей, их не души не понять нам, простым людям, они очень тонкие, очень такие изысканные. Наверное, Господи, они, наверное, говорят правду, что Бог их придумал первым. Наверное, это так. Вот кажется, что они такие. Вот какой-то у них внутри, скорее всего, отпечаток, что они особые. Вот они считают, что они особые. Особые, да, конечно, особые люди. Особые, среди кавказских народов вы особые, я понимаю. Так служить царю и батюшке никто бы, наверное. Так, любить их. Мы тоже, знаете, мы же не националисты. Если живем в многонациональном государстве, мы тоже. Вот, честно слово, мою мать убили русские, у меня нет таких. Да, вначале, да, это была боль, душа болела за это. И потом я отпустил это, потому что злоба, злость, это нехорошая вещь, это тебя внутри, оно седает, и ты должен отпустить, потому что если ты не в состоянии что-то изменить, и вот это, даже это очень сложно вам понять, конечно, который не пострадал. И я сейчас очень, нет у меня вот такого ненависти ни к русским, ни этим ингушам. Вот просто есть вопросики, которые мы задаем. Конечно, есть еще, как вам сказать, небольшая критика. А как без нее? Без нее никак. Потому что вы, товарищи, обижаете, не обижаете, скачете, орете.
очень такие голоса. Я понимаю, это нравственные люди. Ни одного нравственного человека. Вот даже вот это пришла на телевидение. Она нравственный человек, видно сразу. Как она одета, женщина, старушка, как может одеть вот так черные с бусиницами. Вот, как это? На телевидении. Они считаются мусульманами. Это здравствуйте, сразу человека видно. Раз видно издалека. Вот такие дела. Я хочу сейчас что-то выпить. Ну как я сейчас смогу это организовать, тоже непонятно. У меня же есть этот Нурдик Кадзой, который вот он все это изменил, все вот это, они его вырастили, поехал в Томск типа учиться, а дальше от своей папы, мамы, а дальше этих ингушей в Сибирь, куда-то далеко-далеко, пошли на Дальний Восток. И вот они его перевели в Грозный. Там, скорее всего, он не подтягивает учебу, знаний не хватало. И вот даже не Москву, не Петербург поехал человек. Представляете? Какой-то Сибирь, какой-то городок сибирский, чтобы туда поступить. Очень. Если я не ошибаюсь, за 5000 километров. Это то же самое с Парижа до Израиля расстояние. Точно так же вот он. Волгоград прошел мимо. Ростов-на-Дону, вот это, Астрахань не захотел поступить, Нижний Новгород не захотел поступить, Уфе, Казань тоже пропускают, Пермь тоже пропускает, Екатеринбург, Свердловск тоже пропускает. И вот туда. Как это? И вот там не смог потянуть, перевелся заочно в Чеченский университет, и вот непонятно, он закончил, не закончил, нет свидетельств, что он это закончил. Да, вот его Ибрагим Дельхигов, вот он мог ему выдать ему так и сказали, скорее всего, ты не должен не влюбляться. И поэтому, знаете, я вчера тоже начал, просто я прекратил, потому что у меня время очень сжатые сроки. Вот он там то же самое. И вот это, почему я, вот это вся история теперешней Ингушетии, вот этот Нурдин Кадзоев, вот это Иса Кадзоев, друг вот это Базоркина, вот они общий куян, хотя вот этот Нурдин Кадзоев родился в Назране, так, по биографии, вот так, он родился там, вот он был сельским, представляете, все это окончил, Томский, он перевелся в Грозный, там это окончил, академию, все знают. И кем он работал, как вы думаете, с 1978 года? Учителем, сельским учителем. Вот на ВИП сотрудники даже не потянул, на ВИП историки не потянул. Хотя там это уже годы депортации учился, вот это Тамара Гойгова, историк, она же историк считается. И вот она там даже никак не потянула. И вот сельское учительство, вот они все ждали прихода другого Зязикова, скорее всего, его родственник, это фамилия Зязиковы, вот это какие-то, вот это Мальсаговы, или у них они комиссары военные, или писатели, или этнограф, или историк. Вот это кланы, это Зязиковых, Мальсаговых, Гойговых, вот это Зоркиных, но это были царские вот, генералы, офицеры, военные, вот это кланы, вот это, еще клан образовался, это Кадзоевых, клан Кадзоевых, этот Урды Кадзоев, вот это Иса тоже, вот Иса, всю свою жизнь учиться, сельским учителем он был тоже. Сельским учителем. Вот этот Нурди Кадзоев тоже ждал 2004, когда этот другой президентом Ингушетии станет Зязиков, и вот этот Ибрагим Дельхигов там тоже преподаватель в университете, и вот он перешел в Нича Ахриева, вот там начинается самое интересное, вот этот тоже в Чечне, он тоже себя вообще ничем не показал, только вот это писал, вот эти ингушские вот рассказы, книжечки. Самое интересное, живет в городе Грозно, вот в Чеченском университете, хоть какой-то нибудь должен человек выпустить что-то, нет, должность занял,
До 1994 года сидел вот в Грозном. Сидел на должности декан, причем кем он там только не был. Вот сидел, все, чеченцам смеялся фальшивого лица, и хумды, и все. Вот так. Вот это лохотрон и ингушка, как это чеченцы не увидели, вот это не искренность. Даже сейчас это можно увидеть. Не искренне они с собой общаются, вот, все это видно. Просто я никогда не даю понять, что я это вижу. Это же неприлично. Культурный человек так себя не ведет. Потом вот этот Зязиковых поставил всех боевое задание, генерал КГБ дал им, все как сдвинулись. Этот сельский учитель Исаак Адзой вдруг понял, что он великий писатель. Представляете, история Ингушетии в 7 томах книжку издал за это время, до 2000-х, когда в Чечне шла война, вот они все просто. Это и Нурдин Кадзоев побежал, Нича Ахриева, там 3 отдела возглавлял. 3 отдела этот института возглавляет он. Плюс возглавляет Краеведский музей, плюс он крупного вот там тоже сидит. Написал учебник истории 6 класс ингушской, 7, 8, 9. Он автор названий города Магас. Скорее всего, он почетный гражданин города Магас, потому что он автор вот это название. И вот это Ибрагим Дархигов тоже. Вот они все связаны вместе. И флаг Ингушетии он придумал. В 1978 году, когда не преподавал, преподавал в Чеченском Ингушском университете, вот он написал какой-то рассказ, и там этот он придумал. Типа